Я рад вас всех видеть. Кого-то уже 2 собрания подряд. Круто. Кто-то у нас давно, кого не было. Всем привет. Ром, позови, пожалуйста, всех, кто внизу. Прямо подойди, Ром, вниз, скажи, что собрание начинается, можно подниматься. То у нас так давно многие не приходили, что когда пришли, как там зацепились. Общение, оно может не кончиться вообще, даже когда собрание закончится. Общаться это хорошо, всему свое время. Сейчас у нас время для нашего собрания. Аминь. Поэтому, чего вы сидите? Давайте встанем. Благословим это собрание, помолимся. И мы прославим нашего Господа. Отец Небесный Господь, благодарим Тебя за Твою милость, благодать и нам. Благодарим Тебя за возможность, которую Ты даешь нам приходить сюда, чтобы поклоняться Тебе, иметь общение, молиться, слышать голос Твой, познавать Тебя и служить Тебе. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки. И мы просим Тебя, Господь, благослови. Благослови это собрание. Благослови наше общение. Господи, все, что здесь делается, делается во славу Твою. И в соответствии с Твоей волей. Нам очень хочется, чтобы все, что мы делаем, это было в соответствии с Твоей волей, Господь. Ты глава этой церкви. И мы отдаем это собрание в Твои руки, Дух Святой. Мы просим Тебя, двигайся, как Ты хочешь. Господи, укрепляй нас Духом Твоим. Дай нам познавать Твое Царство, Твою волю, Твою любовь. Господи, и прими эту хвалу и поклонение, и мы благословляем нашу команду прославления, которая всего лишь 2 человека сегодня. Благословляем всех, кто не смог сегодня прийти. Господь, Ты достоин всей славы и всей хвалы. Написано, что если люди не будут славить, то тогда камни они возопьют и вознесут Тебе славу. Но мы можем, и мы воздаем Тебе всю честь и хвалу. Давайте мы дадим Господу аплодисменты. Мы прославим Его. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Давайте все вместе будем поможем. Мой Господь, нет в мире лучше Тебя. Ты мой мир, радость моя. Яркий свет на моем пути.
Твоя сила и Твой крест меня спас, грехи простил и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Распятый на кресте, стал моим царем навеки. 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 Меня спас, грехи простил и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава.
Иисус, я Твой. Только Ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Посади меня за своим столом, напои меня святым вином, накорми меня жизнью своей. Только Ты один можешь мне помочь. Прогони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Посади меня за своим столом, напои меня святым вином, накорми меня жизнью своей, Иисусом Христом. И меня покрой, я хочу одеться светом, наполняй меня, пусть течет рекой Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Иисус, я Твой. Только Ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Посади меня за своим столом, напои меня святым вином, накорми меня жизнью своей. Только Ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Посади меня за своим столом, напои меня святым вином, накорми меня жизнью своей, Иисусом Христом. Аллилуйя, Господь. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам, что мы можем здесь быть, что мы можем молиться Тебе, Господи. Прямо сейчас мы просим Тебя, Господи, в нашей молитве благослови всю нашу церковь, Господи. Дай нам дальше двигаться в Твоем Духе. Ты глава этой церкви, Господи, Ты веди ее. И мы приносим перед Тобой каждого члена нашей церкви, каждого человека, кто когда-либо сюда приходил. И мы просим, чтобы в свое время каждый, если даже кто-то отпал, он принял правильный выбор, он выбрал Тебя, выбрал жизнь. Мы просим Тебя за каждого человека, кто болеет, прежде всего за группу прославления, за всех лидеров, Господи. Господь, благослови Жанну, чтобы она могла еще больше наполняться Духом. Господи, благослови Зою, чтобы Твое помазание, оно было на ней, Господи. Мы просим Тебя за Риту, чтобы она полностью восстановилась, пришла, и чтобы у нас было прославление на Якутском также. Господи, благослови Олега, чтобы его голос, он восстановился, он так нужен нам, Господи, чтобы он мог петь. Господи, благослови Вячеслава, чтобы он еще больше наполнялся, он вел, чтобы у него вошел полностью в Твое призвание, Господи. Пусть Твоя рука будет над всеми ими, Господи. Также любой человек, кто когда-либо был у нас в прославлении или еще будет, мы их благословляем, Господи, всяким Твоим благословением во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя также за каждого болящего в нашей церкви. Господи, прямо сейчас мы провозглашаем исцеление, божественное здоровье. Я запрещаю всякому вирусу во имя Иисуса Христа. Запрещаю всякой болезни, Господи. Я знаю, что кто-то, у кого-то, может быть, есть родственник, и у него тяжелая болезнь. И Господь говорит, что верь просто, верь на вещах. Прямо сейчас просто принеси его. Может просто проговорить это в его жизнь. Я провозглашаю божественное здоровье во имя Иисуса Христа в жизнь. Назови просто имя. Во имя Иисуса я провозглашаю полное исцеление,
восстановление. Аллилуйя. Также у всех, у кого есть еще последствия от перенесенного ковида, у меня у самого есть, я проглашаю полное исцеление. Никакой одышки, никаких просто вообще последствий во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Господи, и мы также просим Тебя за все церкви по всей Якутии, Господь, в каждом поселке, за церковь Сунтарок, за нашу церковь в Неринге, в Алдане, Господь, за все церкви нашего союза и по всей России. Господи, пусть будет единство, пусть будет мир, и пусть будет водительство Твое в каждой церкви, Господь. Поднимай людей, мы благословляем пасторов, благословляем лидеров там, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И, Господи, конечно же, мы просим Тебя за нашу страну, Господи. Мы просим Тебя, благослови руководство, как мы сейчас благословляем президента, благословляем все руководство нашей страны, и у нас тяжелые времена перед нами в очередной раз. И дай мудрости просто, как выйти, что делать и что предпринимать. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы был мир как можно скорее. Чтобы военные действия они прекратились как можно скорее. Господи, мы просим Тебя, благослови людей, кто сейчас находится под огнем. Мы просим Тебя, спаси просто жизни как можно больше. Чтобы как можно меньше людей, чтобы пострадало во имя Иисуса Христа. Продолжаем волю Твою, Господи, во всю эту ситуацию и уповаем только на Тебя, Господь. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал аминь. Аминь. То есть да будет так. Уже звать не надо, это классно, кстати. Вы знаете, у нас следующий шаг, тут уже не забудешь, что мы на каждом собрании благословляем детей. Да. Смотрит на меня даже как-то нет. Можно позвать детей, если кто-то еще есть внизу, если кто-то пришел сегодня. Дети, подростки у нас потихонечку начали появляться. То больше, то меньше. Сегодня не так много, но тем не менее, давайте мы благословим их. И еще раз, помните, мы говорили про важность того, что такое вообще благословение? Благословение – это сказать благое, или современным языком хорошее. Сказать что-то хорошее в жизни человека. И, знаете, это не просто какие-то слова. Почему именно благословение? Или что-то хорошее сказано? Потому что написано в Библии, что слова не имеют значения. Вы знаете, что действиями можно ранить человека, но словами можно ранить еще сильнее. Можно просто убить. И то же самое можно воодушевить и можно созидать. И важно, чтобы мы это делали не только здесь на собрании, потому что если мы здесь в молитве все соглашаемся и благословляем их хорошими словами и говорим, что да, будьте вы благословлены, и чтобы у вас все хорошо было в вашей жизни, но потом каждый день ты дома говоришь, что ты тупица, и у тебя ничего не получится, то нужно как-то определиться. То есть вот этими своими словами можно просто разрушать вообще все благословения, которые ты даешь. Поэтому дети, бывают, заслуживают наказания, и все мы говорим, я говорю слова иногда в гневе, которые потом ты сказал и тут же пожалел. Но, знаете, нет таких людей, которые бы не делали ошибок. Но умные люди – это не те, кто, я не помню, кто это сказал, не точная цитата, но суть в том, что умный человек – это не тот, который не совершает ошибок, потому что таких людей в природе не существует. Но умный человек, в отличие от глупого, он не совершает больших ошибок. Но если он совершил какую-то ошибку, он предпринимает сразу же максимум усилий для того, чтобы ее исправить, и чтобы не повторить ее в будущем. Поэтому принимать свои ошибки, в том числе, когда ты ошибаешься, это великий дар. Я вот недавно столкнулся с человеком, который просто наотрез отказывается вообще признавать какие-то, даже в мелочах. И это не очень хорошая черта. Вот, поэтому благословляйте детей не только здесь, но и дома. Давайте мы помолимся за них, хорошо? Господь, мы благодарим Тебя за каждого ребенка и за каждого подростка, кто находится сейчас здесь, а также за всех наших детей и подростков, которые сейчас по домам, которые когда-либо были у нас в церкви. И мы приносим их перед Тобой и говорим, что мы благословляем их и просим Тебя, Господь, Ты благослови их также.
всяким Твоим благословением. Мы благословляем, что каждый из них, он войдет в свое призвание. Ты для каждого из них выбрал что-то в жизни. Ты наделил их какими-то дарами. Господи, я провозглашаю, что каждый из них он раскроет этот дар. Господи, помоги им. Окружи их такими людьми, которые помогли бы раскрыть, показать им, в чем у них дар в жизни. И окружи их такими людьми, которые бы помогли им развивать этот дар. И пусть они будут в нем лучше. Пусть люди, они приносят этим даром людям, миру лучшее. И пусть люди, они смотрят на них, и они воздают славу Тебе. Они будут говорить, что как такое возможно вообще. Аллилуйя, Господи. Я прошу Тебя также, укрепи их здоровьем сейчас. Наступает весна, очередной ОРВИ, хотя у нас еще тут инфекции не ушли до конца. Я просто провозглашаю крепкое здоровье, сверхъестественное, божественное. Даже если какой-то вирус попадет или кто-то где-то что-то зацепит, никаких последствий. То есть бессимптомно во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я вот не помню. Ничего не забыли, мы пожертвования у нас еще. Вы знаете, что в нашей церкви мы собираем пожертвования, потому что наша церковь, она существует на то, что мы и даем. Да? Мы не получаем субсидии от государства, не получаем никаких дотаций из-за рубежа или еще откуда-либо. То есть вот ты да я, мы с тобой, это все те, кто, собственно, это и делают. Поэтому, если вы первый раз, я просто вижу, у нас есть люди, которые, мне кажется, что вы первый раз, и я прошу прощения, если, может быть, вы были до этого, и я вас не видел. Но я просто хочу сказать, что это не поборы, это добровольно. И поэтому, если вы не понимаете, что вы делаете, или зачем, или что, нет никакого осуждения, просто сидите спокойно и не обращайте никакого внимания. Хорошо? Но если вы не первый раз, вы знаете, зачем и почему, что и как, то пусть Господь нам благословит вас. У нас есть в группе реквизиты для пожертвования в электронном виде. Онлайн, да, и вот у нас есть также. Еще раз, это не поборы, поэтому написано, что доброохотно дающего любит Бог. Пусть Господь благословит каждого. Аминь. Дмитрий Петрович, да, можно вас? Ориентир, чтобы по центру. Где-то, да? Аллилуйя. Вы знаете, у нас как-то было такой период, что у нас на сцене бывало, когда полная группа прославления, и все еще и певцы здесь, что людей на сцене чуть ли не больше, чем в зале. Да, но сейчас как бы всего 2 человека было. И по разным причинам кто-то до сих пор еще болеет. Вячеслав, скорее всего, я так понимаю, он, наверное, по работе занят. Вы знаете, что он работает у нас в музыкальном театре. Наверное, у них либо концерт, либо еще что-то. Иногда бывает, когда он не может сказать «нет». Вот и молитесь за них, я к чему это? Чтобы было полное восстановление вот за Олега, чтобы уже, сколько можно. Чтобы голос восстановился, связки. Хорошо? Не забывайте. Но я рад видеть вас, что вы здесь и что у нас потихонечку мы как-то... Было интересно наблюдать, что у нас в разные собрания разные люди, то есть количество приблизительно одинаковое, но абсолютно разные люди приходят и как бы по каким-то причинам еще. Кто-то болеет, кто-то в отъезде. Я картинку такую видел про 2022 год, знаете, когда как человек выпрыгивает там из 20-го, и как бы там все полыхает, освободился, там стоит такой батут, но потом вылетает, там дальше 22-й, там еще хуже. Но, знаете, несмотря на обстоятельства, которые вы были, знаете, у нас каждый год, если вот так вот, каждый год говоришь, что вот все, потом еще опять все, знаете, как бы с возрастом начинаешь относиться философски ко всему к этому. Эти проблемы, они были всегда, они будут всегда, и надо как-то нам научиться жить с этим. Знаете? Какие бы обстоятельства они ни были, ты думаешь, что знаете, они никуда не денутся,
Аминь. И сегодня, знаете, такая вот, я вот долго думал, вообще как, и о чем говорить сегодня. И вы знаете, Слово Божье, оно неизменно, оно несет радость, утешение. Но оно хорошо, когда оно вовремя. Аминь. Потому что есть какие-то вещи, все мы люди, у нас есть разные ситуации, и мы ищем ответы на какие-то вопросы. И Библия — это универсальный инструмент, да, где мы можем познать волю Божию в каждую ситуацию. Вы согласны? Поэтому важно читать самому. Потому что то, что человек говорит или из кафедры, или там тебе кто-то другой говорит, вы знаете, это то, что преломилось через вот его мозги. Слово, да, как он это воспринял, что он тебе рассказывает. Есть незыблемые истины, которые, они универсальны, их никак по-другому не поймешь, да. Это вот, собственно, то, на чем стоит наша вера, что Иисус Христос, Он умер за нас и так далее. Здесь по-другому никак это не поймешь. Но вы понимаете, это каждодневную ситуацию. Поэтому, когда ты слушаешь другого человека, это то, что он воспринял. Но Бог тебе через это же самое место Писания может показать совершенно другое. Вы согласны? У кого-нибудь бывало такое? Бывает, читаешь одно и то же, и совсем по-другому воспринимаешь. Имеется в виду, что под другим углом или тебе открывается совершенно другое. Поэтому я вас ободряю к тому, что сами. У нас ключевая вещь — это ты. Это я сам. Да? То есть молитва наша, она меняет не окружающих, она меняет нас. Мы приходим, и мы пытаемся изменить не чужую жизнь, мы пытаемся изменить свою жизнь. Понимаете? Почему я это говорю? Сегодня такая, знаете, потому что события, которые происходят вообще, их невозможно игнорировать. И даже если ты их игнорируешь, ты забился, они коснутся тебя все равно. Мы не знаем, что будет, в каком направлении это будет вообще развиваться. И я вчера, например, смотрел видео, как по МКАДу, это окружная дорога, да, кольцевая, по Москве, ехали мобильные комплексы с баллистическими ракетами. То есть я раньше никогда такого не видел, чтобы в смысле, они не на парад едут, до 9 мая далеко еще, георгиевская ленточка на них нарисована, но они куда-то передвигаются, выдвигаются. Это я ни на что не намекаю, ничего нет, я просто происходят какие-то вещи, да, мы видим, что наша армия, она, я не знаю, говорят, это еще не полноценно, да, то есть все это, то, что происходило, это на самом деле в щадящем режиме, и если дальше все это будет затягиваться, то та мощь, которая есть, она даже рядом еще не стояла, то есть она там не показана. И все это вызывает определенные страхи, сомнения, споры, общество начинает резко поляризироваться, спорить. Я просто принципиально, знаете, одним глазом просто так в Facebook так глянул, и то там, я так понимаю, уже ограничения вводят в Фейсбуке, да, потому что те вводят ограничения на наши СМИ, наши в ответ начинают закрывать, чем все это закончится, вообще непонятно. Но, несмотря на все на это, да, знаете, я бы хотел вам сегодня затронуть такую вот тему. Я вчера, извиняюсь, есть один пасторский чат, где я состою, и там обсуждали, один пастор поднял такой вопрос и говорит, что нужно принять какое-то заявление, что-то сделать. И кто-то ему говорил, что нужно молиться. И знаете, он такую фразу сказал, что поздно уже молиться. Я вам просто говорю, да, я в смысле сейчас не в защиту, я никого не осуждаю, я вам не скажу, кто, где и что за чат и так далее. Кто-то начал, я верю в силу молитвы. Это про то, что это пастора разговаривают, да? Не в том смысле, что он не верит, что молитва, она что-то может изменить, но что, наверное, он имел в виду, что нужно что-то делать, да? Что не только молитва есть наша часть. Я не знаю, не хочу в это вдаваться, но суть в том, что, знаете, что поздно молиться. И вот эти слова, они меня задели, и часто бывает у человека, даже в нашей повседневной жизни, знаете, я встречался, либо вообще человеку, знаете, мне кажется, что Бог, он меня не слышит. Вот моя молитва, до потолка долетает, там блок стоит, и все. И ничего не происходит. Я не знаю,
Бывало ли у кого-то такое? Но я бы хотел сегодня затронуть такую тему, знаете, которая бы переплеталась с теми событиями, в том числе, которые происходят в нашей стране, но при всем при этом упор такой, знаете, как нам молиться такой молитвой, которая однозначно Бог услышит. Просто ты вот молишься, и ты думаешь, что Бог, он как-то, я не знаю, может, он на меня забыл про меня, кто я такой, он меня не слышит, там, ну, мне какой-то незначительный, вот, если бы там кто-то там попросил кого-то, сестрам надо посмотреть, вот они там это, вот они за меня помолятся, и Бог услышит. Но как молиться такой молитвой, чтобы ты понимал, что однозначно у Бога внимание, оно на тебе, что Он тебя слышит? И давайте мы прочитаем место Писания. Здесь вот Павел, он молится. Это Ефесянам, 3 глава, с 6 стиха. Я, знаете, для экономии времени не буду читать синодальный перевод, я сразу прочитаю в новом русском переводе. Потому что именно в этом месте там, очень много деепричастных оборотов, которые там, мозги просто путаются, и вот новый русский перевод, он более точно передает. Вы можете следить, если что, либо по своему тексту, либо так. Но я просто прочитаю сразу в новом русском переводе. Это с 6 по 21 стих. Ефесянам 3 глава. Там с 6 или чуть раньше, если хотите, потом дома можете почитать. По 21 до конца главы. Павел пишет. Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. То есть это Павел, апостол Павел пишет письмо Ефесянам. Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Христа, которая не была открыта прежним поколением людей. Но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. Тайна эта заключается в том, что через радостную весть, или благая весть, это Евангелие, язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе, по благодати Божьей. Данное мне, благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести. Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать – возвещать язычникам радостную весть о неизмеримом богатстве Христа. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. Согласно Ему, этому плану, здесь он говорит, что у Бога есть план, чтобы язычники, они стали сонаследниками тех обещаний, которые были у евреев. И через Иисуса Христа мы также можем получить спасение. Пока все понятно же, да? Он говорит, что у Бога есть план. Согласно Ему, многообразная мудрость Божия должна теперь открыться начальством и властям на небесах через церковь. Это Его вечный замысел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат вашей славе. Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа. И могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь. Вот место Писания, и еще раз, знаете, когда мы молимся, мы хотим, чтобы у Бога было внимание к нашей молитве. Вы согласны? Хочется знать, что Он тебя слышит. Хочется знать, что это не просто, что Он не занят там чем-то, Иметь такую уверенность. Но истина, она заключается в том, что Он любит нас, и Он слышит нас. И что Бог, Он вездесущий, Он всемогущий, и Он слышит всегда. И все наши молитвы, они важны для Господа. Но сегодня бы я хотел именно затронуть
Знаете, вот многие спрашивают, а как молиться? Вот что сейчас происходит? Что делать? За что молиться? Знаете, та молитва, которая гарантирована, она привлечет Божье внимание. И что за молитва такая? Как мы можем быть уверены, что это точно привлечет Божий интерес? Знаете, как вот Ефесянам 3 глава, еще раз, да? То, что мы читали, 8-9 стих. Он говорит, Павел пишет: «Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать возвещать язычникам радостную весть о неизмеримом богатстве Христа. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был с самого начала скрыт Богом, сотворившим вас». И потом, когда он все это... Сначала он говорит, у Бога есть план, да? У Бога есть план какой? Спасти всех людей. Всех, кто поверит через Иисуса Христа. Да? Именно поэтому Он отправил Своего Сына на эту землю, чтобы Он пришел, и потом всякий, кто в Него поверит, он может спастись. Вот Он об этом говорит, да. И что у Павла лично, у него была миссия, чтобы пойти к язычникам, потому что изначально только евреи, да, как бы церковь, она была, состояла только из евреев. И потом вот он говорит, что у Бога есть план для этого. И в 14 стихе он говорит следующее: «Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом». Знаете, что Павел здесь говорит? Он говорит, что у Бога есть план, и я стою в молитве перед Отцом для того, чтобы этот план, он исполнился. Бог, Он хочет, чтобы все, они познали, что есть благодать, спасение. То есть, как-то вот звучит так, знаете, какие-то, как церковные какие-то слова. Да что можно найти покой, радость, решение своих вопросов. Это не означает, что не будет проблем. Нет. Но Он говорит, что я не оставлю и не покину тебя в этих проблемах. Вы понимаете, да, это? И Он хоть говорит, что у Бога есть такой план. У Него есть план, чтобы все люди, они познали, и они знали, что когда они умрут здесь физически, они не умрут совсем. Что они будут жить со Христом, что Он придет за нами. Чтобы вот эта тайна спасения, она была открыта для всех, да? Это то, что хочет Бог. И Павел, он молится, и как бы его молитва, она сфокусирована вот на этом, что вот этот Божий план, чтобы он воплотился. Вот эта его короткая молитва, она все равно сфокусирована на цели Божьей, на Божьем плане. Я вот так смотрю в зал, все такие сидят, Луи. Я думал, ты мне расскажешь про мою молитву, про мои нужды. Вот классно, да, у Бога есть план, чтобы все там спаслись, не, ну здорово. А мне-то что делать? У меня-то какие? Я-то? Но я и говорю про то самое на самом деле. Вы знаете, не сразу, но с возрастом я начал понимать, что если ты хочешь донести какую-то мысль до человека, вообще что-то, чтобы он тебя услышал, что самое лучшее вот вообще в разговоре? Как это сделать? Знаете, это говорить, сначала нужно говорить на такую тему, которая ему интересна. Потому что если ты придешь и начнешь, извиняюсь за слово, грузить человека своими какими-то мыслями и откровениями, а человек совершенно не понимает или ему это не интересно, ты ничего не достигнешь и не добьешься. Но если ты с ним просто будешь говорить о том, что ему интересно, я не знаю, семья, друзья, его дети, его родственники, еще, может быть, какие-то проблемы. И потом через это, через все, понимаете, ты будешь уверен, что у него есть внимание. Когда ты ему дашь сказать, а не только там его. То есть это, вы понимаете, да? То есть на то, что ему интересно. Вы согласны, нет? Вы знаете, вот с Богом отношения, они такие же, как и с людьми. Ты хочешь, чтобы у него было безраздельное внимание к твоим молитвам? Знаете, написано, Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». И под все там подразумевается, да, все нужды, которые мы в молитвах приносим, и мы просим. Но, другими словами, что здесь?
в своей жизни, в своих молитвах, если ты сначала сфокусирован на том, чтобы искать Царство Божьего, то тогда вот это вот все, оно приложится. Так же, как в отношениях с людьми, если ты не просто там, да, своими проблемами занят, и ты это выгружаешь просто на человека, но ты заинтересован в том, что у него происходит, тогда и ему будет интересно. Пока вы все нормально, отслеживаете мысли. Вы знаете, даже Иисус молился подобным образом. Вы знаете, помните в Гефсиманском саду, перед тем, как Иисус, Он знает, что Его схватят, да, и Он подвергнется вот этим всем испытаниям, Его будут бить, в конце концов Его распнут, и Он умрет, и Он молится 3 раза. И что Он говорит? Он говорит, что Отец, если только это возможно, пусть вот эта чаша, да, то есть имеется в виду все, что мне предстоит испить, все, что мне это предстоит пройти, пусть это минует меня. И Он 3 раза просит об этом, да. Господи, ну пусть, если это только возможно, Он был и Бог, и был человек одновременно. И как человек Он переживал все то, что мы переживаем в физическом теле. И Он знал, что ему предстоит. И что он будет распят, что он умрет этой ужасной смертью. Он говорит: Господи, Отец, если возможно, пусть это пройдет мимо меня. Но каждый раз в конце он что добавляет? Но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Мы можем, знаете, никому не приходило в голову, что люди часто молятся одному Богу. Они верующие, у них совершенно противоположные молитвы. Такое возможно? Да. И как ему поступать, да? И что? И опять же, Бог это не автомат, который просто ты пришел там, копеечку заплатил, ну или там, я не знаю, что сделал, определенные действия, кнопочки нажал, ручку дернул и получил. Если у тебя такое отношение, то что-то не так в твоих отношениях с Богом. Бог, Он суверенный Бог, имеется в виду, у Него вся полнота власти. И при всем том, что, знаете, бывают всякие перекосы. Бывает, кто-то познал Бога как Отца, что Он великий там Отец, и вот такое, знаете, что Бог есть любовь, да и аминь. Но Он при этом, при всем, и, знаете, кого люблю, того и наказываю. У Него вся власть, понимаешь, ты не можешь там, что ты вот... Иногда такое в понебратское это переходит. Нет. Никто не отнимает вот эту часть, что Он Альфа и Омега, Он Творец. И все Ему подчинено. Он Царь царей. Итак, если вернуться к нашему тексту, о чем здесь Павел? Вот он молится, да? То есть мы говорим, что Божья воля, чтобы она совершилась, да? Каким образом? Что он говорит? Он знает, что у Бога есть план для того, чтобы все люди они спаслись. Каким образом? Что он делает? Знаете, Павел, он молится за церковь. Он молится, то есть это послание Ефесянам, это послание Ефесской церкви, то есть церковь, которая была в городе Ефесе. И вот, еще раз, 16-18 стих, 3 глава книги Ефесян. «Да даст вам по богатству славы своей крепко укрепиться, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигать со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота», и там дальше, да, любви. Знаете, интересно, что Павел, он молился за церковь, и мы молимся за церковь, да. Мы не на собраниях молимся, я молюсь за церковь дома. Надеюсь, что кто-нибудь молится за церковь также, не только на общих собраниях, но дома. Но какое отношение церковь вообще как таковая вот имеет к этой вот цели Павла? Да, у него он говорит, что мне Бог доверил принести вот эту весть благую, да, для язычников, что Бог, Он
для всех людей, да, придумал план, как спасти, что он отправил Иисуса Христа. Как может одна церковь, где-то там в Ефесе, на что-то вообще повлиять? Она вообще имеет какое-то значение? Знаете, любая, казалось бы, это просто одна церковь, одна из немногих. Тогда церквей уже было много основано, да. А кто-то может сказать, это на самом деле, Ефес это был крупнейший город, и церковь была одна из крупнейших и имеющих такое значение, но всего-таки одна. Имеет ли она решающее значение? Вы знаете, имеет. Любая церковь, она имеет значение поместное. Почему я так говорю? Знаете, я бы сказал, даже решающее значение. Я даже больше тебе скажу, часто не просто церковь, а один верующий, один представитель, он и может иметь решающее значение. Как? Каким образом? Да потому что ты являешься представителем. Знаете, апостол по-другому, или так, посланник. Мы представители Царства Небесного. Мы представители веры христианской. Знаете, я когда приводил уже пример такой, как-то в церкви, и потом, я даже забыл про него. Я бы даже и сейчас, наверное, про него не вспомнил, но у нас есть один брат в церкви, который как-то потом подошел и поделился, что вот это было вообще прямо про меня. И там все совпало, я рассказывал про машину, я сейчас еще раз просто его приведу. Не знаю, это было удивительно, что даже там про марку и так далее, прям вот вообще его ситуация один в один. Но суть в чем? То есть представьте, например, да, что вы пошли покупать новый автомобиль. В смысле, абсолютно новый, вообще с салона. И вот у нас, я тогда приводил в пример, у нас есть Колби, да, вот, например. Официальные дилеры, там, Nissan и так далее. Вы приходите, выбираете себе автомобиль, который весь в пленке, все там наклеечкой, они еще пленочки заклеены, где-то все это. У нас наконец-то стало жарко, да? Лучше вот там вот откройте то окно, пожалуйста, а? И у нас есть вентиляция, если ее надо тоже открыть, и, наверное, все-таки отопление убавить уже. Я думаю, что там оно будет лучше, когда будет протягивать. Одно окно открыть наверх или так, будет хорошо. Напомните, нам надо открыть вентиляцию, просто не так это. Так вот, вы пришли в магазин, вы покупаете, то есть в салоне вы покупаете автомобиль, новый абсолютно. И я не знаю, кто-нибудь есть такие люди, кроме этого брата. У нас есть еще люди, кто покупал новый автомобиль в салоне как раз. Я вот тоже не покупал, я покупал, но поддерживаю, да. Но я видел новые автомобили в салоне, когда ты садишься, и там кожа она пахнет. Ну, если это не кожа, то там все равно очень вкусно пахнет. В салонах они обычно, знаете, там такой блеск и красота. Все надраено. Так вот, ты сел и ты едешь, и проходит короткий промежуток времени, и твой автомобиль ломается. Причем поломка, она серьезная. И что делать? Вы знаете, я свой автомобиль как-то на ремонт загонял, и стояла абсолютно новая машина, Lexus 570 на базе Land Cruiser. И я смотрю, они двигатель разобрали, я в шоке спрашиваю, ребята, что вы делаете? Он говорит, нет компрессии в одном цилиндре. То есть, это значит хана двигателю. Двигатель, это, я не знаю, на полстоимости машины. И машина, она новая. Как такое возможно? И если они делают это там, то это означает, что гарантии уже нет, да? Потому что если ты купил новый автомобиль, то ты обращаешься к дилеру, да, кто тебе это продал. И вот вы представьте, вы пришли к дилеру и говорите, а он не хочет брать на себя никаких обязательств. И он говорит, слушай, нет, это не гарантийный случай. И они пытаются на тебя повешать весь ремонт. То есть, мы отремонтируем, чтобы ты в дальнейшем гарантию не потерял, потому что если ты поедешь куда-то к частникам, ты потеряешь гарантию. Но здесь мы за тебя, вот это не гарантийный случай, мы с тебя стрясем деньги. Что ты будешь делать? Ты можешь пойти там, не знаю, в Роспотребнадзор, обратиться к адвокатам, еще куда-то. Но я сейчас не про это говорю, какое у тебя будет отношение вот к этому дилеру, и даже более того, какое у тебя будет отношение к марке этого автомобиля. Потому что в конечном итоге те, кто продают, да, они представляют не просто там какое-то ООО, какое бы там название ни было, но они представляют эту марку, которую они продают, Nissan, например, да.
Вот в частности, там у брата было. И если так с тобой обойдутся, я не знаю, ты еще будешь в жизни покупать новый автомобиль или нет, но если ты будешь, ты к ним точно не придешь. Никому из своих друзей, знакомых, родственников ты точно не порекомендуешь. Вы согласны? То есть репутация, она будет испорчена просто навсегда. И если, более того, если эта компания, она будет продолжать в таком духе, вот такой вот деле, все кончится тем, что люди просто перестанут брать эту марку или вообще относиться к ней хоть с каким-то уважением. Все закончится банкротством. Вы согласны? Зачем я это говорю? Вы знаете, проблема в этой компании в том, что они забыли, если они так поступают, для какой цели они вообще существуют и что они делают. То есть их цель это не просто впаривать что-то и сбрасывать с себя все обязательства и забирать деньги, но предоставлять какие-то услуги для людей, да, и потом обеспечивать, чтобы вот в какой-то срок это нормально работало. Потому что, машина новая стоит недешево. И вполне справедливо, что у тебя есть какие-то ожидания, что какой-то срок, если ты выполняешь все, что они сделали, она будет ездить нормально. Вы согласны? Но если они забыли, для чего они вообще на самом деле, если они думают, что они там только для того, чтобы побыстрее избавиться, получить денежки и забыть, то у них будут проблемы. Вот сейчас то, к чему я понимаю, что уже скучно. Но я не знаю, я стараюсь как-то подвести к тому, что... Вы знаете, то же самое это с церквями и с любым верующим вообще в обыкновенной жизни, в христианской. Если ты забываешь, в чем вообще суть, в чем вообще, зачем и почему, то так легко просто уйти на непонятно во что. Вы знаете, у нас есть великое поручение от Господа. Одно. Иисус, который дал своей церкви. Матфея 28 глава, 19-20 стих. Он говорит: итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Итак, что нам Господь повелел? Он говорит: идите и научите, да, делайте учеников, крестите их во имя Иисуса. То есть объясняйте им про веру, крестите их, и потом дальше научите их стоять в этом, чтобы в их жизни, да, была сила, чтобы они жили в Господе. В этом суть поручения и в этом суть церкви. Вы понимаете, мы призваны благовествовать, то есть распространять Евангелие, говорить людям, что есть надежда и есть спасение. Крестить их, принимать нашу веру. И потом помогать встать и ходить в этой вере. В этом суть. И в этом суть также каждого христианина, в конечном, глобально, бывают какие-то задачи для кого-то отдельные. Не каждый христианин, он призван быть в церкви. Мы призваны служить на своей там работе, что бы ты там ни делаешь. Господь дал тебе там таланты, кому-то в бизнесе, что ты делаешь что-то хорошо. Где-то еще, ты делаешь там. Но, когда ты назвался христианином, если ты принял, у тебя есть поручение от Бога. То, что вот это ты должен делать. И церковь, которая забывает, у нее начнутся проблемы. Человек, который забывает об этом, у него также начнутся проблемы. И знаете, что меня всегда вот как бы удерживает. Ладно вы, это была бы только проблема этого человека или только этой церкви. Но когда это происходит, они забывают об этом, они что-то делают, и что-то идет не так, то репутация Бога страдает. Казалось бы, потому что имеется в виду христианство, нашей веры вообще. Почему я так говорю? Да потому что вот этот пример, который я вам говорил, да, про вот фирму.
Да, есть Nissan, да, они там что-то делают, но вот этот человек, та компания, которая продает, и один человек, который пошлет тебя и скажет, что это не страховой случай, в конечном итоге по нему ты будешь судить о всей конторе. Вы понимаете? Я к чему это? Я сейчас применительно вот к той ситуации, которая происходит, да? И мы как граждане и как люди с мозгами, у нас у каждого может быть свое мнение, да? На ту или иную ситуацию. И даже не сейчас конкретно, а вообще, знаете, когда любые какие-то события, которые происходят. Я, например, считаю, что, знаете, любую какую-то работу должен выполнять профессионал. Потому что когда ты болеешь, ты начинаешь спрашивать знакомых, а где там, вот какой врач, какой хороший, там, ну, порекомендуй, потому что, ну, понятно, они все сидят там и получают что-то, денежки там и так далее. Но хочется получить от такого, который действительно заботится и который действительно разбирается. Вы согласны? Но почему-то, когда речь заходит про, не знаю, там, управление государством, любой может, дураку понятно. Чего там разбираться-то? Каждая кухарка должна уметь руководить государством, да? Был такой тезис. Ну, не знаю, там приписывают его. Но вы понимаете, да? Если ты делаешь что-то, какую-то работу дома, например, плотницкие работы, ну хочется, чтобы, если вещь какая-то дорогая, например, у тебя стол какой-то, там, не знаю, который из поколения в поколение передавался, ну, примерно, например, или ты его купил, он там из красного дерева, и он рассохся у нас в Якутии, потому что у нас очень сухо, и все дерево трескается. И ты не пойдешь и не возьмешь там моментом, там, не замажешь что-нибудь. Ну, можешь, конечно, но как-то... Если ты будешь кого-то искать, то надо найти нормального краснодеревщика, надо найти специалиста. Так почему же ты думаешь, что, да, вот какие-то остальные вещи, да, человек, который, ну, с улицы, он не может судить о каких-то вещах, да. Поэтому, ну, по крайней мере, я к чему это говорю? Если у тебя нет всей информации, ну, может быть, разумнее как-то, ну, не быть таким категоричным. Я сейчас не призываю ни в одну, ни в другую сторону, вы вообще понимаете, и не применительно к этой ситуации, а вообще. Вы знаете, вот произошла недавно ситуация, еще раз, знаете, это по поводу лица. Недавно, это вчера, да, есть такой у нас хоккеист Александр Овечкин, если кто, ну, наверное, самый знаменитый в России, он играет в Северной Америке сейчас. И сейчас пошла такая волна в медиа, в соцсетях, там, что нужно выступить с осуждением, там, вторжение России. И Овечкин, он отказался это сделать. И еще один знаменитый игрок из Чехии, там, Доминик Гашек, такой вратарь есть, он просто разразился такой тирадой, он говорил, что все российские игроки в НХЛ должны быть запрещены, всех нужно лишить контрактов там, и так далее. Потому что в конечном итоге он, как россиянин, он представляет государство и должен нести солидарную ответственность за там, поступки. Понятно, что он загнул. Но в конечном итоге, вы знаете, это то, как люди не могут судить. Это я к чему сейчас говорю? Когда начинается спор, в интернете я подбирал слово политкорректное, чтобы сказать, и люди начинают поносить друг друга, и вот они христиане, как остальные вообще судят про это? Написано, что так узнаю, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой, да? Какая там любовь? У нас в чем вообще вся суть? Чтобы люди, они узнали Христа, они покаялись, чтобы их жизнь, она изменилась к лучшему. Это конечная цель. Вот все остальное, вот это, если оно этому не служит, может быть, как-то и не стоит тогда. Если ты считаешь, что это повредит вот этому, если люди, они будут так смотреть, они будут воспринимать. И то же самое, знаете, я уже раз начал говорить, я бы хотел... у нас, слава Богу, знаете, я смотрел на нашу группу в церкви, и я радовался, что у нас вроде бы в общем, ничего провокационного, никаких там этих, слава Богу вообще. Я понимаю, что может быть, потому что мы как бы далековато от вообще всех событий, которые там происходят, но тем не менее у многих в Украине родственники, да,
друзья. У нас пасторов куча в нашем союзе, которые с Украины переехали сами. Потому что очень много церквей на Украине. Но какая цель конечная, да? И вот понятно, что это непростая ситуация. Но вы знаете, как вот один пастор недавно, это пастор вот Алексей Скомчатников, он, я не помню, здесь он у нас в проповеди это рассказывал, как у него отношения с женой были поначалу. И он такой был горячий, там, радикальный, и все, и они постоянно ругались. И он такой, понимаете, ему нужно было все время доказать свою правоту. Все время. То есть вот я прав там и все. Пока ему не пришла в голову мысль, ты хочешь быть счастливым или правым? Это как в анекдоте, что, знаете, тебе шашечки или ехать? Ну, то есть, как женщина стоит на такси, тормозит, и машина останавливается, и говорит, а у вас, говорит, почему-то шашечек нет, ну, чтобы такси. Вы женщина, вам шашечки или ехать? Ну, то есть ты хочешь поехать, ты хочешь быть счастливым или ты хочешь быть правым? У тебя цель-то какая вообще? Вы понимаете, да, о чем я? Ты хочешь, знаете, мы как граждане просто вообще, как лица, обладающие, там, я не знаю, интеллектом, там, у нас есть свое мнение, да. Но, знаете, особая ответственность, она ложится на церковь, как таковую, и на пасторов. Поэтому почему я говорю, вот, например, я не приемлю такую позицию, когда пастора, они начинают, знаете, вот сейчас есть такие модные блогеры в сети. Слава Богу, у нас вроде бы так, ну и не постят, и нет, и хорошо. Я бы, если тоже бы не сталкивался, нет. Знаете, там кто-то разоблачает власти постоянно. И вот там те политические события, которые происходили, вот там, вот, и там коррупция, и там еще что-то. И кто-то говорит, ну мы же как бы вот правильное дело делаем. И потом, когда их начинают гнать, они говорят, что мы страдаем за Евангелие. Вот благая весть, и там люди не слушают. И мне хочется спросить, а в чем твое Евангелие это заключается? Не надо путать теплое с мягким, потому что Евангелие – это проповедовать Иисуса Христа распятого. Вот в этом наша суть. Мы к этому призваны, как церковь и как пастор. Человек, он несет ответственность за это. А если ты занимаешься какой-то деятельностью другой, любой, если это политическая деятельность, ну, как бы надо создавать политическую партию, либо присоединяться к той, которая у нас множество их существует, и заниматься там политической деятельностью. Потому что любой призыв прийти к власти или еще что-то сделать, это уже политическая деятельность, вы понимаете? Это не наша задача, вообще мы к этому не призваны. Аминь. Я надеюсь, что я как бы, знаете, я стараюсь входить в всякие углы. Чтобы, если кому-то интересно и кто-то хочет поговорить со мной лично на какую-то тему, узнать мою позицию, хотя я там особо как-то не скрываю, да, но я поделюсь этим, можно подойти ко мне лично. Просто, знаете, я часто, когда, вот, знаете, у меня бывает там что-то и горит, и где-то там хочется высказаться, но я просто закрываю свой рот, потому что я думаю, а как это вообще будет смотреться? Потому что я понимаю, что люди, они будут судить о моей позиции не просто как позиции, да, но они будут говорить, а это позиция церкви. Это позиция там, вот, Союза РосХВЕ, потому что я полномочный представитель, да, нашего епископа в республике. И когда я об этом, знаете, ну, как бы, а у меня цель-то какая? Если, ну, слава Богу, вот у нас, кстати, епископ, как бы он мудрый человек, и его позиция, она взвешена всегда. И когда люди там с осуждением выступают или там что-то говорят, его имеется в виду, ну, я не знаю, если у вас вся полнота информации, и кто бы действительно хотел. Я к чему это говорю? Если вы сейчас, мы все в соцсетях сидим, если вы видите, вот когда происходит там, ну, какая-то ругань, безотносительно вообще, вы подумайте, как бы, вот как твоя позиция, вообще имеет ли смысл вообще туда писать? Знаете, вот это вот, есть такой мемчик, который вот по сетям рассылается, картинка, когда там подросток сидит и там уже в
5 часов утра, и мама ему говорит, что ложись спать, он говорит, подожди, в интернете кто-то не прав. Это бесконечно, там, понимаете, оно никогда там не кончится. Зачем оно тебе на эту жизнь тратить? Но какие-то твои слова, какая-то твоя позиция, знаете, вот те люди, к которым ты потом придешь, а если твоя позиция, она расходится с ними. Ничто так не разделяет людей, как политика и религия. Вот вообще споры какие-то. Политика и религия – две вещи. Знаете, я уже в 2008 году я был в Москве, когда началась война в Грузии. И я один раз так сцепился с человеком, казалось бы, вообще. Да я вообще такого не могу. Я трезво рассуждаю, здраво там. Слово за слово, и мы что-то начали, разругались. Ну, как разругались? В смысле, там не дошло до драки и так далее. Но вы сами понимаете, да, оно какой-то вот осадочек такой, мы пришли в гости, в общем. Посидели хорошо, в общем. Потом уехали, я зарекся, все, я больше никогда ни на какие политические темы ни с кем спорить не буду. Я могу сказать свою позицию, но если это, я лучше промолчу. То есть не надо путать, да, то есть я не на трибуне ООН и не отстаиваю позицию государства, да. Там есть должностные лица, на кого это возложено. У нас там есть такой человек по фамилии Небензи, да, сейчас. И я так понимаю, что он делает это хорошо и ставит всех на место. Но ты же не в ООН. Ты не с трибуны говоришь. Есть разные ситуации, нельзя придумать универсальную формулу. Я хочу вам просто передать вот, как бы суть и дух вообще всего поведения. Да, вот. Если ты смотришь по ситуации, как бы ты понимаешь, что особо пользы от этого потом для Евангелия, для конечной цели, к чему призвана церковь, твое поведение оно не принесет. Потому что если ты сначала сейчас человеку докажешь ему, что ты прав, ты его закопаешь и похоронишь там. А потом ты ему придешь и будешь говорить про любовь Христа. Что он скажет тебе? Вернемся к молитве, да, о чем мы говорили. Вы знаете, интересно, что когда Павел, он говорит, да, что мы должны делать вот здесь, вот и вообще, он не толкает речь какую-то и не дает лекцию церкви по поводу того, что они должны делать. Но он молится за них. Он молится за них, он говорит вот там 3 вещи. Он молится о том, чтобы Бог, Он укрепил их Духом Своим, как церковь, да. Он молится, чтобы Христос, Он обитал в сердцах через веру, да, по вере. И Он молится за то, чтобы мы укоренились и укрепились в любви. 3 вещи. Почему Павел он молится? Почему просто как бы не сказать, что вот вам нужно делать то-то, то-то и то-то. Вот укореняйтесь в любви, делайте то-то, делайте это. Вы знаете, я думаю, что вот в том числе Павел он понимает, что, знаете, церковь это необыкновенная просто какая-то организация социальная. То есть без Духа Святого, без силы Духа, без Бога, ну, церковь, она может существовать, как бы, да, как организация вот именно. Но ничем хорошим это не кончится. Если не будет Духа, не будет силы, не будет водительства. Когда церковь, она полагается только на свои силы, и то же самое можно сказать про человека. Если ты полагаешься только на свои силы, если у тебя нет духа, нет силы, нет водительства, ничем хорошим не закончится. Для того, чтобы церковь, она была успешна по Божьим понятиям, да, как Он замыслил это, должен быть Дух Святой, который дает тебе силу, который дает тебе водительство в действии. Вы согласны или нет? А во-вторых, если церковь, она будет делать, то есть вот чисто мы человеческими усилиями, люди, они горы могут сдвинуть, если они вот соединятся, объединятся какой-то идеей, да, и они двинут. Можно очень многого достигнуть. Но без молитвы о том, чтобы было присутствие Божие, водительство Божие, чтобы была Его сила,
такая церковь, она рискует столкнуться со всеми. С кучей проблем вообще. А с какими? Знаете, в Галатах есть такое, что есть у нас плоды духа, да? А есть плоды плоти. Если у тебя нет духа, тогда ты поступаешь по плоти. Вы согласны? А если ты поступаешь по плоти, тогда, вы знаете, Галатам 5 глава, 19-21 стих написано: дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют. Кто-то может сказать, вот может же церковь сама на себя уповать, и если люди договорятся, знаете, может до поры до времени. Еще раз, но когда... Можно то же самое сказать про жизнь отдельного человека. Если нет у тебя Духа Божьего, который тебя ведет, и который тебя вдохновляет, и который дает тебе силу, вот этим все и закончится, то, что мы читаем: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Не обязательно все сразу. Но что-нибудь обязательно да вылезет. Потому что это дела плоти. Распри, разногласия, соблазны, ереси, бесчинство и тому подобное. Поэтому, когда ты смотришь, например, в YouTube, когда проповедник, я просто вот видел, знаете, сейчас чего только нету вообще. И популярные блогеры, и там христиане на них подписываются, и там толкают, и там называется все красиво, ежедневное чтение Писания, изучение Библии, или что есть любовь, тезисы можно разные. Но ты смотришь на те темы, которые там поднимаются, и просто грязь какая-то, слухи, какая-то ерунда, какие-то споры вечные. Вот это вот плод Духа. Более того, знаете, я вот смотрю, когда на христианских блогеров, я не против блогеров вообще как таковых, но есть всегда такая вот опасность, потому что если ведет какой-то блог где-то, то есть одна из важных вещей — это постоянство, это контент, да, какой-то нужно постоянно заливать туда. И когда ты там просто что-то заявил, так тяжело, да, что-то искать, но так легко поднимать подписчиков, потому что это конечная цель все-таки, чем больше, потом монетизировать это можно рекламу запускать, еще что-то. И люди, они скатываются в это, и, знаете, потому что нужно что-то, и скандалы они всегда привлекают. Это самый легкий способ. Встать заявить, что все вокруг дураки, один я умный, стою тут, у меня плащ развивается весь белый. Поэтому, когда ты видишь такое, если где-то это происходит, да, в христианской среде, в церкви где-то, на YouTube, на каких-то ресурсах, подумай вообще, тот ли это плод, и вообще, как я говорил, в чем у нас цель-то церкви, конечная. Вот это все, оно приводит людей к Богу. Вот мы не должны закрывать глаза на какие-то события, которые происходят, знаете, как в Америке я уже давно там был, когда-то, учился. И движение против абортов, оно только набирало обороты тогда. И на самом деле это взвешенная христианская позиция. Мы против абортов, потому что мы считаем, что таким образом, убивают людей. Потому что вот этот вот человек, который внутри, это человек, это, знаете, специально придумывают медицинские термины, зародыш и так далее, чтобы просто расчеловечить, первый, шаг такой, чтобы потом это было не больно. Но суть в том, что, понимаете, когда начинает заходить для того, что там начали убивать врачей где-то, то есть которые выходить против клиник и так далее. Вот это все, это уже политическая деятельность, или какая-то общественная деятельность, или еще что-то. Вот как угодно это назовите, это хорошая тема. Это стоит того, чтобы бороться за это. Но это не то, ради чего церковь она была создана. Это не то, к чему церковь она призвана. Любая другая тема какая-то, знаете, вот еще хорошая. Накорми голодного, еще что-то. Это классная тема. Мы должны служить обществу. И
какие-то реп-центры там и так далее. Но это не то, для чего церковь она была призвана. Понимаете, это побочно, мы можем это делать. Это здорово. А еще классно, если вот это служение, оно служит к тому, чтобы потом направлять людей на Христа. Потому что само по себе, ну оно так и останется, как бы, ну да. Хорошее, да, мы служим людям. Но если таким образом ты их еще потом направляешь, и они как-то, знаете, чтобы не просто рыбку им давать, а удочку, да, чтобы они научились потом сами решать проблемы в жизни, сами приходить там и так далее. Аминь. Итак, вернемся к молитве вообще. А как вот поступать в таких вот вещах, когда вот сейчас? Что же происходит? Знаете, хочешь, чтобы Бог, Он услышал твою молитву, как я говорил, как в общении, искать прежде всего Царствие Его, да? Что это означает? Ну, какие у Него-то цели вообще? Что Он тебе поручил? Если ты будешь смотреть на свои проблемы, вообще на все, через призму этого, тебе будет легче понимать. Как вот здесь Павел, он молился о том, чтобы Бог, Он укрепил церковь через свой дух, чтобы Он, Христос, да, Он обитал в сердцах через веру, и чтобы мы все были укреплены и укорены в любви. А когда ты ищешь Царствие Небесного, вот это все оно приложится вам. Все остальное. Вот в этом вот суть фразы. Что бы ты ни делал, ну ты посмотри, как бы, да, как это вообще будет. Конечной цели. Вы согласны? Хорошо, да, 3, 4. Да! Никто не говорит. Я просто вижу, что у людей глаза закрываются. Я уже закончил просто. Я не хотел вас погнать в сон. Но последняя мысль, да, вот на это, еще раз, то есть мы должны молиться. Да? Таким образом, через эту призму. Какая основная цель? И просто последнее еще, все то, что это, если мы коснулись просто политики. Евангелие, оно аполитично. Я последнее скажу, я не хотел этого, как бы, да, ну, в смысле не то, что там это мне сейчас просто вот пришел на ум пример. Вы знаете, для нас пример для подражания это Иисус Христос. Вы согласны? И если вспомнить в те времена, в которые жил Иисус, что происходило? Его родина, Израиль, да, Иудея, находилась под жесткой оккупацией Римской империи. Стояли везде оккупанты. Народ был обложен данью по-нашему, да. Все обязаны были платить. Не просто там за какие-то, но отправляли в Рим. Просто поборы были. Люди ненавидели это вполне очевидно. Оккупантов нигде не любят. И во всей этой ситуации он хоть раз что-то сказал против властей, он хоть раз призвал бороться против оккупантов. Вы знаете, но более того, когда его люди, они встречали таким образом, неужели это ты тот царь, который пришел, он был царем, да, он пришел царь царей, но не тот царь, который люди его, почему они так спрашивали? Они думали, что он принесет свободу Израилю от ига римского, что он возглавит царство, он говорит, вы не про то царство говорите, у меня царство небесное. Когда его фарисеи постоянно искушали, знаете, там, они постарались его уловить, помните, когда вы про монетку про эту спрашивали, в чем суть вообще вот этого было? Когда они ему говорили, они потом ему льстили, что вот ты такой умный и хорошо в Писании разбираешься, и вот и так у тебя все. Знаете, подмазались, и потом говорят, вот рассуди нас, вот что делать, да, вот как бы, стоит ли нам платить налог кесарю или не стоит? И написано, что он увидел, да, как бы, Бог дал ему мудрости понять вот это. В чем ловушка-то была? Потому что если он скажет, что не надо платить, они пойдут и сдадут его римским властям. Вот он, мятежник, который призывает и подбивает народ против властей. А если он скажет, что платить надо, то тогда у своих людей он потеряет всякое уважение. Потому что они его ожидают как освободителя и спасителя, а он им говорит, как бы платите, да? И вот такая вот ловушка, казалось бы, беспроигрышная ситуация. И вот он как мудро сказал, говорит, возьмите и посмотрите, что там написано. Или чей портрет там на монетке. Они говорят, царя, ну или кесаря. Так отдавайте кесарю тогда то, что он, понимаете, есть гражданские власти. И ты обязан отдавать гражданским властям.
то, что ты как гражданин государства должен. Потому что если ты не будешь так делать, я тебе скажу, что будет. Есть карательная система. Это государство, оно тебя накажет. А то, что Богу отдавать надо, отдавай Божье. Молитвы, то, к чему мы призваны и так далее. Поэтому не надо путать теплое с мягким. И когда вот люди, они кричат, что я страдаю за Евангелие, а при этом занимаются какой угодно деятельностью, но не распространением Евангелия, хочется сказать, а ты как бы в своем уме вообще? Если ты нарушаешь законы, чего ты ожидаешь вообще? Ну, ничего хорошего не будет. Какие бы они ни были. Вы понимаете, да, о чем я? Давайте попробуемся. Просто я надеюсь, что я как бы показал, да, вообще общий принцип, знаете, это не только на эту ситуацию, а вообще. У нас есть цель, к которой мы призваны. К которой призвана церковь. У нас есть поручение от Иисуса, нашего Господа и Спасителя, оно одно. Идти делать новых учеников, крестить их и учить их, да, стоять в вере. Хорошо? Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господь, я прошу Тебя, дай нам мудрости каждому. Я хочу, чтобы каждый человек, он понял слова эти правильно. Господи, если что-то было человеческое принесено, пусть оно будет разрушено, упадет, не принесет никакого плода. Но если какое-то слово, оно было от Тебя, была мудрость от Тебя, Господи, пусть оно принесет добрый плод в жизнь каждого человека. Пусть результатом будет то, что написано, что является плодом Духа. Мир, радость. Прежде всего вот это, Господи. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господи, дай нам мира в наших семьях. Дай нам мира с нашими друзьями, с нашими соседями, с нашими родственниками. И дай нам мудрости, как поступать в каждой ситуации. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да. Дорогая церковь, можно вас попросить, чтобы еще присели? Сядьте, пожалуйста. Вы знаете, это непростое очень время сейчас. И я понимаю, что у каждого вот стоит, слава Богу, за пастора, что он сегодня именно этому посвятил, этой теме посвятил время. И я хочу чуть-чуть добавить и сказать именно о молитве. Все-таки, как же нам молиться в данной ситуации, чтобы мы не ошиблись, да, чтобы это была не колдовская молитва. Прежде всего, мы молимся за совершенную волю Божью. Как мы это можем делать? Мы же не будем сто раз говорить, совершенная воля да будет совершенна. Хотя можно и так молиться. Но вы знаете, нам дан иной язык. И вот молитва на языках, она 100% срабатывает. И поэтому начните молиться на иных языках. Просто молитесь. И к чему мы призваны с вами? Мы призваны с вами нести Бога на землю. Нести тот, кто Он есть. А Он есть любовь. И Он есть Бог мира. И поэтому, вы знаете, мы не можем смотреть на все физическими глазами и делать какие-то выводы. Это Господь. Мы не судьи. Правда же? Мы не призваны к тому, чтобы судить. Мы призваны, чтобы молиться. Наш Господь Иисус, Он ходатай. И мы с вами ходатаи. Мы призваны быть миротворцами. Мы посланы сюда как миротворцы. Мы посланы, чтобы мы были сосудами, через которые мог изливаться Господь, кто Он есть. Это любовь. Любовь, которая все покрывает. Я состою в молитвенной группе международной. И у нас там девочки есть с Украины, есть с разных стран. И вы знаете, когда есть бомбежки, а мы молимся об этом. Мы молимся, нам дано понимание, о чем молиться. Молиться о том, что мы молимся, именно несем любовь и покрываем Божьей любовью. Мы высвобождаем с небес Божий мир и любовь. Его совершенного, Его свет. Там, где тьма, чтобы она рассеялась. Мы несем этот посыл. Понимаете, у всех, я украинка, у меня там все родные. Но я живу в России, у меня семья в России. Мне одинаково больно, что Россия, что Украина. Вот два пальца. Но мы не говорим ничего плохого против нашего правительства или правительства Украины. Сохрани нас, Господь Бог, у нас есть Слово Божье, в котором четко написано, что мы должны благословлять. Бог для чего-то и мира поставил, да? И мы не знаем, для чего наш Путин поставлен в это время. Мы не знаем,
почему Зеленский. Это знает только один Господь. Что мы должны делать? Мы должны действовать в противоположном духе. Противоположном, если мы будем освобождать с вами негативный какой-то, негатив, если мы будем там разрушающими молитвами, мечом сечь, вы знаете, у каждого есть функция. Вот наша функция, вот группа, в которой я состою, для того, чтобы потек поток любви, для того, чтобы это покрыло. Вы помните, сколько есть войн описано в Библии, когда идут впереди музыканты и певцы? Они идут впереди, они прокладывают путь для победы. Вы знаете, вот мы прокладываем, некоторые не понимают, вы удалились из группы. Мы прокладываем путь. И я говорю, вы знаете, каждый для себя получите, но будут идти те следом, которые Господь поставит и которые будут с властью идти и совершать духовную войну. Это каждого есть функция, у каждой церкви есть своя функция, у каждого из вас есть своя функция. Поймите, кто вы в духе и к чему вас Бог призывает. Никогда не поддавайтесь на эти сейчас, которые сейчас эти СМИ. Это все одностороннее, я вам скажу, потому что я имею связь с Украиной. Да? А ее записывать, что ли? Ну, во-первых, у нас это вообще зачем? Да? Ну, можно я скажу? Хорошо. Я просто не хочу, в смысле, у меня был другой немножко посыл, просто на будущее я прошу прощения, в смысле, я не хочу осекать, но я не хочу, чтобы мы вот в это вот вообще сейчас как бы вдавались и удалялись какие-то вообще политические эти. Еще раз, кому-то интересно, например, вот моя позиция, можно подойти и поговорить об этом. Мы сейчас ни к чему не призываем, там, не это, я хочу, чтобы мы, ну, как-то у меня на другой ноте я хотел закончить как бы собрание. Нет, я согласен, да, но просто мы закончили с миром Божьим. Хорошо? Можно остаться, пообщаться, если хотите, можно мне официально, как бы я могу ответить. Можно с Любовью Николаевной поговорить.